Событий много на земле не перечесть. И в городе, и на селе умелым честь. Но есть профессия одна, в ней доброта заключена, в ней доброта заключена. Библиотекарь для знаний, для души и от недугов. Чуть формуляром пошуршит и даст вам друга, что бескорыстно скрасит вам дождливый вечер. Здесь ждут и рады каждой встрече. Здравствуйте, дорогие читатели нашей библиотеки! Сегодня, 24 октября, в Казахстане празднуется праздник День библиотекаря. В связи с этим мы хотим поздравить библиотекаря нашего колледжа Культай Шамилевну с этим праздником и пожелать ей следующие пожелания. Желаем вам профессиональных успехов, неиссякаемого финансирования для пополнения библиотечного фонда, надежных партнеров-издателей и активных, внимательных читателей. Наверняка вы все видели в нашем колледже вот такие вот листы, где изображены QR-коды. QR-код — это такой зашифрованный ключ, благодаря которому мы можем найти информацию, считав этот код с телефона. В нашем случае в колледже QR-коды представляют книги в электронном варианте, и мы можем прочитать любую книгу, которая находится на этом стенде, и при этом мы не будем держать книгу в руках, не будем носить с собой, а с легкостью откроем телефон и можем просканировать любой QR-код, нажав на ссылку, нам выйдет данная книга. Возможно, вы слышали о таком движении под названием буккроссинг. Буккроссинг — это такое движение, если объяснять простыми словами, это круговорот книги в жизни. То есть мы даем книгам вторую жизнь. Если вы ее прочитали и оставляете просто пылиться на полке, она будет стоять неоткрытая и она никому не пригодится. А так, благодаря буккроссингу, вы прочитаете книгу и оставляете ее в общественных местах. Например, метро, вокзал, поезд, парки и так далее, где человек сможет увидеть эту книгу. Данное движение придумал интернет-технолог, его зовут Рон Хорнекер. Он придумал данное движение в марте 2001 года, и уже спустя полгода на его приложении было 300 пользователей. В наше время данным приложением пользуется уже 1,5 миллиона читателей, и там зарегистрировано 3 миллиона книги. Данное приложение называется bookcrossing.com. Вы можете также скачать данное приложение и им пользоваться. Как вообще оно работает? Вы регистрируетесь в данном приложении, и когда вы оставляете книгу в каком-то месте, в этом приложении на карте вы отмечаете и пишете название данной книги. Итак, по данному приложению люди могут найти книгу и прочесть ее. Вот вы видите стенд с книгами. Данные книги были также закручены в данном движении. То есть эти книги уже какой-то человек прочитал, оставил в общественном месте, эти книги взяли и теперь они хранятся в библиотеке. И любой человек может прийти и также прочесть и оставить ее. В данное время приложение Bookcrossing очень популярное, и оно переведено на 15 языков, также переведено на русский язык, поэтому все им спокойно могут пользоваться.